Доброе утро, дорогие коллеги. Позвольте тоже приветствовать вас на этом семинаре и от имени Министерства образования сказать о том, насколько важны такие встречи. Я думаю, что большинство из тех, кто здесь есть, мы встречались уже не раз на различных семинарах, и вот такое разнообразие подходов, методик и так далее, которые представляются сейчас, я думаю, дает возможность каждому выбрать те из них, которые с его точки зрения наиболее успешно могут позволить студентам, будущим преподавателям работать затем в школе, ну и самому, естественно, обогатить свой методический арсенал. Поэтому я, как уже было сказано, здесь очень надеюсь, что этот семинар поможет вам, уважаемые коллеги, подняться на какую-то новую ступеньку освоения методических приемов, методов, технологий, и, в свою очередь, это позволит повысить качество образования во всех школах нашей республики. Спасибо вам, что вы пришли сюда, что вы заинтересовались этой методикой. Спасибо нашим коллегам из Казанского общества по международному сотрудничеству за то, что они этот семинар помогают провести. И еще раз успехов всем. Презентация вопросов образования программы «Перевода Республики к устойчивому развитию 2013-2017 года». Доклад будет делать Марченко Лариса Юрьевна, начальник отдела мониторинга стратегического планирования Министерства образования Республики. Спасибо еще раз. Тогда вы меня извините, я буду немножко поворачиваться время от времени. Презентация, чтобы видеть, как это надо менять. Ну, как уже было сказано, у меня тема посвящена нормативным документам, которые приняты в нашей стране в 2013 году. Это, в первую очередь, национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской республики на 2013-2017 годы, которая, как вы знаете, была разработана по инициативе президента Кыргызской республики и принята в январе 2013 и программа и план действий по ее реализации, которые стали программой действия Кыргызской республики, правительства Кыргызской республики, которые были приняты же Карпатинешем в ноябре 2013 года. То есть это основные документы, по которым живет сейчас наша страна и, соответственно, по которым развивается система образования. Ну и время от времени я буду делать большие экскурсы в наши с вами отраслевые документы, то есть концепцию и стратегию развития образования до 2020 года, которые были разработаны и приняты в 2012 году. Это как бы круг тех нормативных документов, о которых будет идти речь. Но я думаю, понятно, почему организаторам конференции показалось важным, чтобы об этих документах было сказано несколько слов. Дело в том, что во всех из них есть, естественно, раздел, посвященный образованию, а там есть моменты, которые так или иначе ориентированы на образование для устойчивого развития. Ну и если вы посмотрите на слайд, вы увидите, что видение Кыргызстана, каким он должен стать к концу реализации стратегии, это сильное независимое государство, входящее в число развитых стран с комфортной для жизни людей, с обеспечением защиты их прав, свобод и безопасности, многоязычной и доброжелательной внутренней средой, высоким образованием, общественной стабильностью и так далее. То есть это должна быть страна, в которой удобно жить людям, которая стабильно развивается и которой доверяют международные партнеры. А для этого, естественно, образование является одним из важнейших ключевых инструментов. И поэтому в стратегии развития образования 2020 года прописаны основные принципы, на которых должно развиваться образование для того, чтобы высокий уровень образования стал реальностью. Я буду об этом говорить еще, поэтому следующий слайд, пожалуйста. Что такое устойчивое развитие? Ну, вы знаете, наверное, что он включает в себя как бы три основных элемента. Это устойчивая экономическая составляющая, экологическая составляющая и социальная составляющая. Система образования, естественно, относится к этой последней, и социальная составляющая устойчивого развития ориентирована на человека и направлена на сохранение стабильности социальных и культурных систем. Поэтому впервые в нормативных документах Кыргызстана качество выполнения документов оценивается не просто по выполнению мероприятий, а по повышению качества жизни людей.
И это новая методология, которая позволяет ориентировать услуги, в том числе и образовательные услуги, не просто на общество, а на каждого конкретного человека. Поэтому в разделе 4 «Решение социальных задач и проблем» одна характеристика современной сегодняшней системы образования в Кыргызстане. И, прямо скажем, она не очень радует, потому что главный вывод, который я вынесла на слайд, это то, что сегодняшняя ситуация характеризуется постоянным отставанием системы образования страны не только от мировых потребностей, но и от потребностей самого кыргызстанского общества. И поэтому выход единственный – это реформа системы образования. Вы видите, что она, в принципе, имеет 4 составляющие. Это реформа содержания образования, это управление финансы, это кадры и это мониторинг и оценка в системе образования. Вот по этим основным линиям реформа у нас и развивается. Эти же тренды развития образования задали и те основные направления, которые нашли отражение в программе действий правительства Кыргызской Республики по реализации национальной стратегии устойчивого развития. Потому что мы видим, что здесь повышение эффективности государственного регулирования развития образования, предоставление качественного и доступного образования в соответствии с возрастными потребностями человека и переориентация сферы науки, в том числе вузовской, на работу с конкретным заказчиком, ориентированным на продвижение устойчивого развития страны. То есть вот 3 основных цели, которые были поставлены для того, чтобы реформировать систему образования и науки и достичь их нового качества. В ЦУРе очень четко отмечено, что для того, чтобы этого добиться, нужны изменения методологии. И поэтому очень важно, что там написано, что необходимо сделать упор на пересмотр содержания школьного образования, внедрение предметных стандартов нового поколения, обеспечение информационных технологий, создание безопасной и комфортной для ребенка образовательной среды. А в науке необходимо работать в первую очередь над тем, чтобы вузовская наука наша соответствовала международным нормам и, по крайней мере, могла прикладная наука развиваться достаточно быстро и эффективно. Кроме того, сквозными линиями, о чем я еще скажу, для реализации и стандартов нового поколения, и развития научных приоритетов является в первую очередь само устойчивое развитие, которое включает в себя и энергоэффективность, и снижение риска бедствий, и улучшение готовности к чрезвычайным ситуациям, и экологическую составляющую, которая сюда тоже входит, ну и так далее и тому подобное. Если посмотрим на эту матрицу, то вы увидите, что она как раз и отражает те аспекты, о которых я уже говорила. Это матрица человеческого развития, которая впервые появилась в документах странового уровня. Первая колонка, вы видите, она включает в себя категории населения, которым предоставляются определенные услуги. И это в первую очередь дети, точнее это младенцы от 0 до 7 лет, и дети от 0 до 7 лет, это дети школьного возраста от 7 до 14, это молодежь от 14 до 28 лет, ну и потом особые категории детей, которые вынесены здесь на слайды, это дети с особыми возможностями, это и беспризорные дети. Почему я вынесла на слайд именно эти категории? Именно потому, что они лучше всего подчеркивают, насколько изменились те приоритеты, о которых я уже говорила, и что они действительно направлены на создание инклюзивной среды обучения. Причем инклюзия здесь понимается не только в медицинском плане, но и в социальном плане. То есть как способность, возможность, инструмент предоставления качественного образования каждому ребенку в соответствии с его или ее образовательной потребностями. Если посмотреть на то, как стягивается все это к единой категории детей, то вот как раз очень хороший пример. Вы видите, что категория дети, то есть это ребенок от рождения до 7 лет, и здесь прописаны все услуги базовые, которые ребенок обязан получить в системе здравоохранения, в системе образования, в системе социальной поддержки при необходимости. То есть каждая категория расписана вот таким образом. Естественно, что вложение в детей – это самое лучшее, вы знаете, вложение, которое дает самую большую отдачу, если говорить даже с точки зрения экономики. В 2000 году американский исследователь Хэтман даже получил Нобелевскую премию
за расчеты, которые позволили показать, насколько эффективно вложение капитала или вложение денег в различные категории людей. И оказалось, что самое эффективное вложение – это вложение именно в ребенка дошкольного возраста, потому что с точки зрения современных подходов наиболее пластичный, наиболее сенситивный возраст – это именно это. И если дети овладевают здесь не только какими-то определенными базовыми знаниями, которые позволяют учиться в школе, но и самое главное – социальными навыками, то это уже очень хорошая платформа для дальнейшего развития. Вы знаете, подтверждение того, что это действительно так, могу привести пока еще не опубликованные данные, исследования, которые сейчас проводится при поддержке ЮНИСЕФ. В этом исследовании был один вопрос к родителям, дети которых посещают детские сады. Вопрос был такой: почему вы отправили вашего ребенка в дошкольную организацию? И только 3% родителей отметили в первую очередь развитие, то есть какие-то внутренние изменения в ребенке. Остальные сказали, на первый план поставили именно развитие социальных навыков детей. То есть это то, чего у нас очень недостает ребенку для того, чтобы быть успешным. Потому что если есть социальные навыки, если ребенок умеет взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, если ребенок научился учиться, научился осваивать какую-то новую информацию, работать с ней, а это социальный навык, навык компетентностный, то в этом случае можно говорить об успешности ребенка и в обучении, и в жизни. И вот национальная стратегия устойчивого развития, программа действия правительства нацелена в первую очередь на то, чтобы дать такие возможности всем детям. Поэтому в образовании очень четко заявлен переход к модели компетентностного развития или образованию, ориентированному на результат, которое и включает в себя как знания, умения, навыки, привычные всем нам, так и ценности и отношения, которые должны быть освоены не только в ходе обучения в школе или в других организациях образования, но и привнесены, скажем так, и социальная сфера и улучшены во время обучения. Вот. Но в науке, в первую очередь, переход к модели вузовской науки, что для нас тоже очень важно, потому что, я думаю, не секрет, что для министерства именно Арабаева является приоритетом, университет имени Арабаева является приоритетным в том, что касается развития научных исследований. Я думаю, что при создании фонда науки, о котором сейчас очень активно идет речь, и при определении тематики научных исследований, педагогические исследования будут, в принципе, приоритетными. Потому что нельзя построить развитое общество в нашей информационной цивилизации, не развивая систему образования и систему науки. В первую очередь, как вы видите, вузовской. Что нужно сделать для того, чтобы перейти к компетентностному образованию, если вернуться к этой системе? Ну, в первую очередь, естественно, это изменение форм стандартизации на всех уровнях образования. И в 2012 году уже были разработаны стандарты для дошкольного образования, обновлены стандарты, прошу прощения, для дошкольного образования и разработаны стандарты развития ребенка, которые поддерживают стандарты, введенные ранее. Сейчас, вы знаете, некоторые из вас, мои коллеги, участвовали в семинарах, которые проходили совместно с вашими коллегами из школ, разрабатываются новые стандарты школьного образования, куррикулума. Я думаю, большинство из вас либо знает, либо участвует в разработке стандартов нового поколения для вузов по педагогическим направлениям, потому что именно УМО, в основе которого были специалисты из вашего университета, занималась этими вопросами. Иными словами, впервые в системе образования, скажем так, сознательно, на основе единой методологии выстраивается вся система образования. От дошкольного образования до образования взрослых. И я думаю, понятно, насколько это важно. Включение в содержание образования на всех уровнях вопросов устойчивого развития и принципов зеленой экономики при постепенном формировании модели образования для устойчивого развития. Ну и далее я не буду на этом останавливаться, потому что уже говорила, что это изменение финансирования системы образования, в том числе вузовское образование и образование в области науки. Это и достижение конкурентоспособности и сбалансированности системы науки и ряд других направлений, которые сейчас очень активно продвигает Министерство образования. Ну вот конкретные мероприятия, которые прописаны здесь для того, чтобы выполнить цели, о которых мы с вами говорили. И вы видите, что здесь одна из важнейших задач – это включить
содержание образования на всех уровнях вопроса устойчивого развития и принципа зеленой экономики и формирование модели образования для устойчивого развития. Конкретные меры. Разработка стандартов нового поколения, подготовка соответствующих изменений и дополнений в действующую нормативно-правовую базу, повышение квалификации, здесь написано учителей, но, естественно, имеется в виду педагогов, всем, и обеспечение возможности получения квалификации и переквалификации на основе образования на протяжении всей жизни. Конкретные меры. Вы видите, что здесь на примере дошкольного образования, внедрение в дошкольно-образовательной организации всех типов государственного образовательного стандарта Кыргызской Республики, который обеспечивает представление детей о человеке, обществе, экологии, здоровом образе жизни, включение в стандарты нового поколения на всех уровнях образования вопросов устойчивого развития, то есть изменение климата, энергоэффективности, использование возобновляемых источников энергии и так далее и тому подобное. То есть все эти вещи прописаны в документе, который является основным для страны. Думаю, уже сам этот факт говорит о том, какое значение придается сейчас вопросам устойчивого развития и тому, чтобы, начиная с самого раннего возраста, все граждане Кыргызской Республики понимали основной вектор развития страны и не просто понимали, а были готовы к тому, чтобы активно участвовать в ее развитии. Следующий вопрос. Я не буду зачитывать все результаты, которые прописаны в СУРе, в программе действий правительства, но те, которые для нас важнее всего, видите, выделены красным, то есть содержание образования на всех уровнях к 2017 году включены вопросы устойчивого развития. А в науке тематика фундаментальных и прикладных исследований ориентирована на проблему устойчивого развития страны и перехода к зеленой экономике. В 2017 году не менее 50% тем. Учитывая, что сейчас у нас 2014 год, и у нас где-то по примерным подсчетам всего 15-17% тем ориентированы на тематику, научную тематику, которая так или иначе отвечает потребностям устойчивого развития страны, понятно, что предстоит очень большая работа и в сфере науки, в первую очередь науки, безусловно. И буквально несколько слов о том, каким образом должны реализовываться все те приоритеты, задачи и меры, о которых шла речь. Я уже говорила о том, что ключевое понятие здесь – это компетентностный подход, то есть подход, который формирует образование, ориентированное на результат освоения не только знаний, умений, навыков, но и тех ценностей и отношений, с которыми ребенок выйдет в общество. И для того, чтобы можно было перейти к этой модели устойчивого образования, ориентированного на результат, необходимо задействовать различного типа ресурсы. Перечень их вы видите здесь. У нас в системе образования, школьного образования выделены 3 ключевых компетентности. Это информационная компетентность, это компетентность социально-коммуникативная и компетентность самоорганизации и разрешения проблем, которые позволяют научить ребенка работать с теми категориями ресурсов, с которыми он встречается в жизни. То есть, в первую очередь, с информацией, что, вы знаете, необходимо для нашего общества. Второе, само название социально-коммуникативное, что ребенок должен уметь вступать в коммуникацию с целью быть понятым, причем не только с отдельными людьми или группами, различными группами людей, но и с социальными и государственными институтами. Это очень важно, потому что, к сожалению, сейчас школа, например, этого не учит. А компетентность самоорганизации и разрешения проблем должна позволить каждому ребенку понять свои сильные и слабые стороны, научиться работать над теми проблемами, скажем, которые обнаружились в самом себе, и в то же время развивать свои сильные стороны, что должно помочь человеку вырасти и уверенным в себе, и стать более успешным. Ну, а в предметных стандартах нового поколения, в куррикулумах прописаны предметные компетентности, которые направлены на то, чтобы дать возможность ребенку освоить, во-первых, предмет и образовательную область, если говорить более шире, а во-вторых, они направлены на то, чтобы на предметном уровне реализовывать ключевые компетентности. Вот матрица категории естествознания, поскольку мы будем говорить в первую очередь сегодня именно о естественно-научных предметах.
на основе которых разрабатывали стандарты нового поколения для одной из образовательных областей. Вы видите, что были выделены основные категории, которые характеризуют все предметы, будем говорить так, входящие в естественно-научную образовательную область. Это тело, вещество, поле, пространство, время и так далее. А с другой стороны были выделены те сферы, в которых живет каждый ребенок. И это Земля, то есть мезосфера, которая ближе всего к ребенку. Это космос, поскольку так или иначе мы связаны с этой, не знаю, как сказать, с Вселенной, да, будем говорить так. Это живые системы. И, наконец, за что мы очень благодарим общество по международному сотрудничеству, потому что именно наш коллега из Германии, который приезжал и проводил здесь тренинги, подсказал нам идею, которая оформилась в понятие технотопа, потому что ни один ребенок сейчас в Кыргызской республике практически не живет в нетронутых экологических системах. Все живут в искусственной среде, и поэтому очень важно, чтобы дети понимали, как по каким закономерностям эта среда функционирует, и что нужно делать, чтобы она сосуществовала с живыми системами, то есть теми природными системами, которые сохраняются и у нас в стране, и в мире. Потому что это одно из главных приоритетов устойчивого развития, как экономического, потому что сохранение системы дает возможность экономического развития, так и экологических, это понятно, но и социальных, потому что общество не может существовать, если нет возможности экономического развития. Поэтому были выделены компетентности для того, чтобы можно было в каждом предмете и в образовательной области в целом охарактеризовать те достижения ребенка, которые он должен освоить. Вы видите, что здесь несколько подтипов компетентности. Это распознавание, постановка научных вопросов, научное объяснение явлений, использование научных доказательств. И они являются сквозными для всей естественно-научной образовательной области. Ну вот, если перевести все, что я говорила в матрицу, то видно, что как построена эта образовательная область. Вы видите, что естественно-научный блок, он включает в себя три категории. Мезомир, то есть мы начинаем в первую очередь с того, что близко ребенку, что можно соотносить с ребенком, но он может соотнести сам с собой. Это макромир, это микромир. Вот. У нас сейчас, к сожалению, большинство тем естественно-научной области начинается либо с макромира, либо с микромира. То есть, если мы возьмем биологию, допустим, то ребенок изучает в первую очередь не цветок, а, скажем, его составные элементы, на которые этот цветок можно разъять, так, листики, тычинки, лепестки, листья, корневую систему и так далее и тому подобное. Вместо того, чтобы говорить о том, где в каком экологическом сообществе, я не знаю, что или в экосистеме этот цветок может произрастать, а потом уже может быть переходить к каким-то конкретным и более дробным исследованиям. Уже сам факт того, что система естественно-научных знаний и компетентности меняется в направлении, которое соотносимо с ребенком, я думаю, говорит о том, что каждый предмет фактически нацелен или должен быть нацелен, потому что сейчас это только переход, к тому, чтобы говорить с ребенком об устойчивом именно развитии, потому что только экосистема определенно может быть устойчивой. Вот основные содержательные линии, которые нужны для того, чтобы можно было реализовать все то, о чем мы говорим. Энергоэффективность, безопасность жизнедеятельности, сохранение биоразнообразия, вот как раз тот пример, который я пыталась привести. Для сохранения социальной стабильности это в первую очередь мультикультурализм, то есть осознание ценности себя как носителя своей культуры и принятие ценностей других культур. Поэтому очень важно сейчас это направление, оно развивается очень активно, и в частности один из подразделов, скажем так, этого направления многоязычное образование. На следующей неделе, вы знаете, у нас есть при президенте Национальный совет по устойчивому развитию, там как раз будет рассматриваться вопрос многоязычного образования, то есть на самом высоком уровне, потому что не может быть стабильности, социальной стабильности, если не все граждане могут
иметь возможность включиться в социальную и политическую жизнь страны. Поэтому там в первую очередь, конечно, речь будет идти о развитии государственного языка, и, видимо, будет принята программа государственного развития государственного языка. Ну и плюс будет речь идти о использовании различных языков в образовательном процессе и о внедрении многокультурного и многоязычного образования в школы, в вузы, вообще в систему образования Кыргызской Республики. Ну и тоже то, о чем я уже говорила, инклюзия, эксклюзия. Насколько это важно, один пример. Когда вчера только у нас была презентация по качеству учебников, проводилось исследование, и учителя отмечали по ряду индикаторов, какие у нас, насколько хорошие или не очень у нас учебники, то возник очень интересный казус. По всей видимости, наши коллеги, работающие в школе, плохо себе представляют, что такое гендер, потому что они отметили, что только в 4% учебников нет, есть, прошу прощения, гендерные стереотипы. Хотя на самом деле мы с вами прекрасно знаем, что если взять учебники, которые есть у нас, они практически очень сильно стереотипизированы. И мне как историку, например, можно об этом говорить с абсолютной уверенностью, что об учебниках истории, по крайней мере. Чтобы вернуться к нашему непосредственно вопросу, буквально несколько слов о теории биотической регуляции окружающей среды. Я думаю, что все вы о ней знаете. Просто что естественное сообщество создает условия для собственного благоприятного существования, то есть жизнь создает условия для жизни. Это очень важно для того, чтобы ребенок понимал, что нельзя разрушать то, что существует, скажем так, системно. Конкретный пример того, что входит сейчас в стандарты нового поколения, это изменение климата, например, и степень то влияния, которое может быть оказано им не только на экологическое, но и на экономическую и социальную составляющую. В стандартах нового поколения, в школьных и вузовских стандартах, эти вопросы очень четко прописаны. Что должен понимать ребенок? Вы видите, да, что нужно и можно делать для того, чтобы сохранить окружающую среду и экологическую, и социальную систему. Это вы видите на слайде, я не буду этого зачитывать. Следующий. Для того, чтобы ребенок понимал, как это можно осуществить, есть два пути. Первый – это включение естественного стандарта нового поколения этих материалов, о которых я говорила. А второй – это создание среды, которая позволяет ребенку жить и действовать так, чтобы реализовать полученные знания. Ну и вот вы видите, что там речь идет об энергосбережении. Это солнечные батареи, да, которые используются уже у нас в ряде школ для того, чтобы аккумулировать энергию. И это практическая реализация мер энергосбережения в пилотных школах. Несколько лет назад по поводу утепления школы был ролик, я думаю, все его видели, он шел по телевидению несколько лет. Ну и здесь, я думаю, наши коллеги из БИОМа, которых вы все знаете, расскажут все это значительно лучше меня. То, как все, о чем я говорила, включено в стандарты. Вы видите, что на каждом уровне, то есть на начальной школе в родиноведении, в 5, 6, 7 классе, где мы надеемся будет интегрированный курс естествознания, и в отдельных предметах, которые будут в 8, 9 классе и в старших классах, все компоненты устойчивого развития и возобновляемых источников энергии в данном примере включены в обязательном порядке в стандарты нового поколения, программы и, соответственно, учебники. А здесь мы видим с вами связь с различными образовательными областями. Их у нас 7. Естественно-научная образовательная область только одна из них. И социальная образовательная область, образовательная область искусства, и область культуры, здоровья и так далее. Обязательно существуют связи, которые позволяют реализовывать понимание ребенком устойчивого развития не только в естественно-научной области, но и во всех других образовательных областях. Ну и в заключение, я думаю, что надо несколько слов сказать об образовании для устойчивого развития, которое направлено, как вы видите, на обеспечение экономической жизнеспособности, справедливости, социальной сплоченности, охраны окружающей среды и устойчивого управления. И кроме того, это инструмент эффективного управления, обоснованного принятия решений и развития демократии. Это документ, который ложится в основу
развития национальной стратегии устойчивого развития и, как вы видели, образование для устойчивого развития, которое должно сформироваться в Кыргызской республике. И очень важно, что в повестке дня на 21 век, принятой в Рио-де-Жанейро и утвержденной в 2012 году, договорится о том, что программа перехода к устойчивому развитию рекомендует с помощью системы образования и просвещения превратить модель устойчивого развития в систему духовных и профессиональных установок человечества. Собственно говоря, все, что делается в Кыргызской республике, и принятие национальной стратегии устойчивого развития, и программы и плана действий правительства по ее реализации, и стратегии развития образования, и стандарты нового поколения, направлены именно на то, чтобы вот эта задача, которая стоит перед всем миром и перед Кыргызстаном,